Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по вопросам, которые важны для обсуждения в обществе. Сегодня мы поговорим о завершении мандата 7-го созыва Народного собрания Гагаузии, о периоде, который вызвал много споров, ожиданий и разочарований. Чтобы разобраться, какими были реальные итоги работы депутатов НСГ, какие их решения оказались ключевыми и какие последствия Гагаузия ощущает уже сегодня, мы пригласили в студию человека, который в силу профессии внимательно наблюдает за работой чиновников, анализирует их решения, проводит расследования, чтобы помочь гражданам лучше понять, насколько честно и эффективно поработали наделенные властью лица. Мы хотим понять, депутаты Народного собрания Гагаузии использовали время и деньги бюджета для развития автономии, или 4 года работы – это период упущенных возможностей для Гагаузии. В общем, друзья, мы с Элиной Карамид готовы начать сегодняшнюю дискуссию, но вначале предлагаем вам подписаться на наш канал. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашим дискуссиям. Так вы поможете нам продвигать наш проект. Ну и сами понимаете, чем больше единомышленников, тем сильнее сообщество. Скоро начнем, поэтому оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Сегодня в студии проекта «Единомышленники» журналист-расследователь Петр Гарчо. Петр Гарчо – журналист-расследователь. Высшее образование получил в Камрадском госуниверситете по профессии агроном. Окончил высшую школу журналистики в 2016 году, после чего начал работать в Гагаузии журналистом на информационном портале Gagauzy Media. С 2016 года в рамках сотрудничества с Райс Молдова стал выпускать журналистские расследования. В 2023 году его расследование о проблемах при внедрении проекта на европейские деньги в Гагаузии признали лучшим в Молдове в рамках гала-лауреатов Центра независимой журналистики. За годы работы сотрудничал как с местными порталами из Молдовы, так и с зарубежными СМИ из Германии, Румынии, Украины. В данное время сотрудничает с изданиями «Молдова-1», «Лав», «Тук», «Веридика», «Молдова», «Курате». Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Вот прям мы тут улыбнулись все втроем, когда услышали, что Петя агроном по профессии, но занимается очень качественно, хорошо и довольно много уже журналистикой. А почему? Из агрономии в журналистику? Я вот не помню, какой 12... Я на самом деле хотел вообще быть агрономом, работать. То есть летом я работал у дяди, у него винзавод и поля. Ага. Я видел себя, как-то в детстве, например, я завидовал журналистам. Мне нравился футбол, газета «Спорткурьер». То есть для того, чтобы узнать результат матчей, надо было ждать вторник. То есть интернет, телевизор не очень хорошо работал. И я завидовал журналистам, потому что они-то узнавали информацию первыми. Первыми, да. То есть ты только во вторник, и вот представь, с 7-8 лет мне давали деньги, я там шел. Причем была история и в школе, когда преподаватель биологии не могла понять, что я там под партой смотрю. И она вообще была в шоке, она не ожидала. А там был такой «Спорткурьер», сначала была маленькая газета, потом она стала побольше. Ее неудобно было читать. И она увидела газету. Так, да? Говорит, ты первый ученик. Читающий газету. Читающий газету, да. Но вы получили специальное образование после, да? Да, высшая школа журналистики, то есть это специальный проект. Это как бренд в Молдове, на самом деле, потому что даже... Уже на протяжении 25 лет, по-моему. Да. Если взять очень большое количество людей, которые прошли через эту школу, и со мной даже учились те, кто закончили факультет журналистики. И они приходили в школу независимой журналистики все равно? Да, потому что разница какая? В чем заключается? Интересно, да. Во-первых, тебе преподают сами журналисты. Программа не от Министерства образования, да, программа. То есть до 12 часов дня тебе дали теорию, после 12 тебя отправили. Сразу, все, с тобой не балуются. То есть теория и практика наполовину разделены каждый день. Абсолютно. И это потрясающая модель, и, на мой взгляд, с каждым годом даже все больше и больше таких проектов будет внедряться. То есть за 3 месяца, за 6 месяцев действительно одаренного и человека, который хочет работать в этой сфере, не обязательно в журналистике, его можно подучить.
Ну, я То есть смотрю, это что такая... полгода, да? Год. обучение? Год. Год. Мне кажется, что и в системе образования, высшего образования Республики Молдова такие подходы стали больше внедряться. Вот это дуальное образование Да. как раз-таки и говорит о том, что ученик, студент будет больше заниматься практической деятельностью. И это, конечно же, плюс. То есть дуальное образование – это, опять же, новшество, которое вошло в жизнь благодаря Кодексу об образовании Республики Молдова, Да. против которого было очень много таких шквалистых возмущений. Ну, давайте об этом поговорим. Нам, наверное, нужно пригласить кого-то из школы независимой журналистики для того, чтобы поговорить о том, а сколько, на самом деле, представителей из Гагаузии были обучены, подготовлены. Наверное, очень много таких людей, которые занимаются журналистикой и прошли школу, высшую школу журналистики. Их не так много, кстати. Их не так много? Во-первых, проблема же в чем? Обучение на румынском языке ведется. Угу. А как ты Но обучался? Ты это знал плюс, язык? это плюс, но в то же время и минус, если не знаешь язык. Хорошо, что в те годы я был, как сказать, мне было это интересно, и я не боялся последствий, не задумывался, да, то есть я не понимал, как я буду учиться, но надо отдать должное. Да, преподавали на румынском. Во-первых, коллеги, большое спасибо, вот, кто рядом со мной сидели, им больше всего доставалось, потому что я часто спрашивал, что непонятно было. Но я, например, делал свой материал на русском языке. Это не было абсолютно проблемой. То есть, если надо было, даже где-то объясняли мне там на русском языке. Многое я понимал, то есть много коллеги. Поэтому это не проблема. То есть для тех, кто действительно хочет, и плюс это дал толчок для развития вот румынского языка мне. А ты говоришь на румынском? Я не уверенно себя чувствую. То есть проблема в психологии. Проблема И в отсутствии среды, может быть. И в отсутствии среды. То есть надо как можно больше общаться, как можно чаще. Потому что у меня мама молдаванка, она со мной разговаривала на русском языке. И когда я ехал к бабушке в село, вот, в Бессарабском районе, там я пытался говорить, но акцент же очень большой был. И в детстве дети смеялись. Да, дети. А это все равно остается с тобой. То есть вот это вот это комплекс вызывает. Совершенно верно, да. То есть через это и мама прошла, потому что она вот приехала там, еще в 80-е годы в Камрад, она очень плохо говорила на русском языке. И вот они себя чувствовали, даже по ее словам, как вот второсортными. Поэтому я и говорю, что очень важно нам сейчас идти в ногу со временем, делать акцент на изучение румынского языка. Русский язык мы и так знаем, тут среда. Тут среда такая, что даже румыноязычные, хочешь не хочешь, ты его будешь знать. Они очень быстро учат. Что интересно, вот, слушай, Петя, что интересно, и гагаузы, которые жили на этой территории и жили здесь всегда бок о бок, вот рядышком с Камрадом, населенные пункты сельские, люди говорили в основном о гагаузском языке, но они себя также чувствовали в Камраде, потому что не владели русским языком настолько хорошо, как те люди, которые жили в Камраде. То есть такие проблемы, они существовали, они были, и люди жили, вот проживали в этом. Меня очень поразила одна история. Получается, моя бабушка, вот она молдаванка, она не знала русский язык. И, кстати, вот благодаря ей я очень сделал большой скачок. Она жила у нас несколько лет. Не зная русский язык, мне приходилось с ней вот... То есть приходил со школы, да, и благодаря этому определенный толчок дал. Но так получилось, что я пришел домой. У нас в гостях была родная сестра другой бабушки с папиной стороны. То есть мама с папиной стороны. Она гагаузка. Я был в шоке, потому что они разговаривали на румынском. Бабушка гагаузская говорила с бабушкой молдаванкой на румынском языке. Оказывается, она закончила 4 класса в румынский период. И вот для меня был шок, да, что как-то вот она... Понятно, что там на ломном какие-то слова, но она что-то могла помнила. понять и могла объяснить. Да. Если для тебя румынский язык и знание румынского языка, то, что ты общался с бабушкой, стало позитивным фактором, то для гагаузов это стало минусом. Гагаузы решили, что лучше говорить на русском языке и не общаться на гагаузском, потому что это будет лучше для детей, для семей. И вот на сегодня мы имеем картину, что гагаузы на гагаузском не говорят. Да, очень интересно. Переключаемся на тему, ради которой, в общем-то, мы признательны Пете, что принял наше приглашение, пришел в эту студию. Давайте поговорим о том, чем запомнится этот 7-й СОЗов НСГ. Что скажешь? Что это было вообще?
У меня несколько моментов запомнились, да, и мы не будем говорить про ту борьбу, которая шла между Константиновым и Петровым за кресло. А в самом начале? Да, в самом начале. Первое, что запомнилось, я думаю, что это распуск ЦИК. Ну, давайте так, не то, что запомнилось, на мой взгляд, наиболее важные Значимые моменты, вещи, да, да. которые вот отразились. Распуск ЦИК Гагаузии. Почему? Потому что, во-первых, мы много времени говорим о том, что наши полномочия ущемляются, да? В определенной степени я тоже согласен, на самом деле. Но тут мы сами же дали повод, то есть мы сами же руками вот большинства депутатов НСГ... 20 депутатов вообще голосовали за. Большинства, да? То есть уменьшили полномочия, убрали полномочия Гагаузии. Во-вторых, это привело к политическому кризису, который до сих пор продолжается. И, на мой взгляд, пик этого политического кризиса еще впереди. Почему? Потому что нас ждут, а может и не ждут, 22 марта выборы. Вот интересно, ждут или не ждут? И да, во-первых, мы не знаем, они пройдут или нет. Во-вторых, мы не знаем, что будет с иском госканцелярии. То есть госканцелярия протестует декабрьские решения Народного собрания и назначение даты, по-моему, резервных членов и название самого органа, который будет проводить. И в том числе и название, да? Да, выборы. Что будет дальше? То есть, получается, нас опять ждут параллельные суды и абсолютное непонимание ситуации. Плюс, по итогу выборов в Народное собрание не исключено, что мы как-то шутили, да, что там на одной встрече вы тоже были, когда обсуждали ситуацию. Там господин Пастика был с ЦИК Молдовы, был Иван Георгиевич Бургуджи, и я шутил, что мало ли вот Ивану Георгиевичу захочется опротестовать. Конечно, это была шутка, но под Иваном Георгиевичем подразумевался любой гражданин. Кому-то, да. Да. Ну вот. Любой кандидат, который не пройдет в депутаты, может это сделать. То есть он с адвокатом пообщается или с юристом, да? Да, есть возможность это сделать. Хорошо, а как в этой ситуации вот, быть или не быть тогда выбором? То есть сегодня, реально, вот на сегодняшний день, мы общаемся в этой студии, у нас нет уверенности, по твоим мыслям, нет уверенности в том, что эти выборы, могут состояться, могут быть признаны. Я хотел бы, чтобы выборы как можно быстрее состоялись, и чтобы они были признаны, чтобы состоялись нормальные в рамках тех законов Избирательного кодекса Молдовы, Избирательного кодекса Гагаузии. Выборы обязательно нужны. Скажите, а вот та ситуация, которая сейчас в Гагаузии, депутаты Народного собрания Гагаузии знают, что есть претензии госканцелярии, они понимают, что выборы могут отменить, и несмотря на это решают все-таки проголосовать, оставить ту синтагму ЦИК, то есть Центральная избирательная комиссия, не хотят менять ее на другое название, которое предложено в Кодексе о выборах Республики Молдова. То есть осознанно идут на то, что выборы могут быть отменены. И та сумма огромная денег, которая сейчас выделена на проведение первого тура, 4,3 миллиона лей, и те деньги, которые выделены на деятельность ЦИК, около почти 2 миллиона лей, ведь эти деньги будут потрачены впустую. Это 6,5 миллиона леев. Я не понимаю, честно, логику депутатов. Это какой-то, да, это политический момент, да? То есть они, видимо, боятся, не знаю. А в чем вот этот замысел? По их мнению, что если грубо, у нас же YouTube формат, да? Ну есть, да. А вот по их мнению, типа, мы даем заднюю, да? То есть, как это? Не свойственно Гагаузии. Нет. Нам больше свойственно упрямство, да? И тут, на мой взгляд, недальновидность. Но почему недальновидность депутатов, которые проголосовали за... Конечно, недальновидность в том плане, что ты должен брать ответственность за свои решения и понимать дальнейшие риски, да? То есть мне понравилось, как Тарнавский сказал на прошлом заседании. С политической точки зрения он понимает, да, что вот ЦИК Гагаузии у нас должен, да? Но он привел аргументы. То есть то, что и вы сказали, да, что мы можем потерять деньги, оспорить выборы и, соответственно, усугубить политический кризис. И кто его услышал? Была реплика одного из депутатов, который сказал... Поддержал Михаил Железогло, поддержал эту инициативу, все. Больше никто. И все. То есть из общего числа депутатов, присутствовавших на заседании 12 января, 22 человека, только 2
придерживались той идеи Тарнавского, ну, сам Тарнавский еще Железогло, а все остальные, более того, был депутат, я не помню, кто там эту реплику высказал, он сказал, что ни в коем случае, если вот так поступим, как вы говорите, так мы еще и полномочия наши сдадим. Снова какие-то вещи о полномочиях. Не просто сдадим, это будут последние наши выборы. Демьян Карасини была забавная реакция Карасини, когда у него был включенный микрофон. Да, мне кажется, у нас даже есть этот сюжет, мы можем посмотреть этот сюжет. Это про втык? Да. А давайте посмотрим про втык и поговорим как раз. Что это за втык и от кого он ожидался? Поменять синтагму Центральной избирательной комиссии Гагаузии на окружной избирательный совет Гагаузии. Иначе могут быть проблемы в судебной инстанции, и это даст повод для отмены выборов, для того, чтобы деньги будут неправильно израсходованы и так далее. Спасибо. Да не, ну это же... Ты что, это сразу нам так такой будет, что жопа будет. Ну, конечно, удивительно. Что имел в виду? Довольно серьезный аргумент. Жопа будет. Серьезный? А от кого ожидает получить депутат? А от кого ожидался этот втык? Давайте поговорим об этом. К сожалению, мы сейчас находимся в избирательном периоде. И, уже в избирательном. Да, я думаю, что большинство депутатов нынешнего созыва, они, конечно же, будут баллотироваться. И уже идет игра на публику. Безусловно. К сожалению. Это не только в Гагаузии, это нормальный процесс. Это и в парламенте Молдовы каждый пытается использовать это время. Это нормально. Но, к сожалению, просто когда идет избирательный процесс, мы слышим от политиков не всегда то, что они действительно, может быть, думают. Они больше опираются на то, как отреагирует мой избиратель. Так, процесс, говорите, нормальный, Петь. А что тогда ненормально? Вот сказал, как сказал, втык будет. Мне интересно, они нормально втык? То, что они... Втык от избирателя? Для них на первом месте не дальновидность, не интересы, допустим, автономии, а для них сейчас на первом месте это победить на этих выборах, то есть не разочаровать своего избирателя, понравиться избирателю. От избирателя, вы думаете? Мне кажется, втык тут не от избирателя вовсе. Да, депутаты и так боятся, в кавычках, своего избирателя. Избиратель никогда ничего не требует от депутата. Я не знаю, если бы у меня была какая-то информация, что там у депутатов есть какие-то кураторы, допустим, да, я бы еще мог бы сказать. Нет, давайте предположим, вот это может быть втык от избирателя, кого может бояться Демьян Карасини? Кого? Да, кого может бояться Демьян Карасини? Я не знаю. Он уже сколько созывал у нас депутат Народного собрания? Наверное, где-то 4, я не знаю, могу ошибаться. Может, 3, может, 4 созыва депутат. На мой взгляд, я думаю, что он все-таки говорил про общество. Вообще меня удивило, знаете, что вот в рассмотрении этого вопроса удивило то, что не было такой большой реакции на то, что деятельность постоянного ЦИК отменили. Тогда такой огромной реакции не было. Вот просто сейчас синтагма ЦИК меняем на ЦИС. Вот это вызвало большую бурю. Может быть, это действительно в преддверии выборов, которые должны пройти 22 марта. Давайте расшифруем. Центральная избирательная комиссия, чтобы наши зрители тоже понимали, о чем речь. Центральная избирательная комиссия, одна синтагма, и другая Центральный избирательный совет. И вот мне понравилось, как Андреевский написал в одной из своих заметок, Виталий Андреевский написал «ЦИС» или «ЦИК», почти по-гамлетовски «быть или не быть». Так вот, о чем речь вообще? ЦИС или ЦИК? Выборы так или иначе прошли бы. В чем вот эта упертость, от которой... что стоит за этой упертостью, если можно? Давайте об этом поговорим. На ваш взгляд, что стоит за этой упертостью, чтобы не признать ЦИК ЦИСом? И провести эти выборы. Простите, если бы изменялись, допустим, какие-то полномочия, урезались бы. Функции, да? Функции какие-то. То есть, опять же, для нашего зрителя, как поясняет эту позицию, допустим, центральные избирательные органы, что есть у нас Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, поэтому в Гагаузии не может быть одноименного органа, он должен называться немножечко иначе, чтобы при прочтении какого-то документа и так далее не было неправильного понимания, о каком органе идет речь. Смотрите, изначально это политический момент. Да, абсолютно. Если взять предысторию, то есть избирательный кодекс Молдовы в 23 году был принят, да? Да. То есть после этого момента насколько я знаю, вот это вот синтагму Центральный избирательный совет, то есть или ЦИК, или совет, то есть оно обсуждали. Комрат Кишинев обсуждался. В последний момент вот все-таки это было политическое. Я, насколько знаю, это было политическое. То есть ЦИК Молдовы, в принципе, им не сильно было важно.
И господин Пастика, вице-председатель, он же вот Молдовы. на этой же встрече, я задал вопрос, это может стать, вот, если будет ЦИК Гагаузии, может ли стать причиной оспаривания в судах? Он сказал, мы не видим большой проблемы. Ведь долгое время по законам трибунал Камрад или трибунал Гагаузии должен был результаты выборов признавать, да, утверждать. Их утверждала апелляционная палата, да? Да. Но если Никто не существует задавался документ, вопросом. А сейчас существует почему? Тогда почему кодекс. такая Смотри, острота? на мой взгляд, гагаузские политики не хотят показаться слабыми, что вот они уступили, да, вот давлению Кишинева. А подождите, политика – это же дело компромиссов. Нет? Но реалии нашей политики это вообще не Я про прям улыбку компромисс. вызываю. Я прочитала, простите. Да. Смотрите, есть такой формат дебатов, где, например, есть определенная проблема и две команды, да, допустим. И если вы не договорились, то вы оба проиграли. А выигрывает тот, кто на более лучших условиях договорился. Но обязательно должны договориться. Вот честно, я бы очень хотел бы, чтобы в нашей, не только в гагаузской, и в молдавской политике был такой формат. Принцип, чтобы не работало. договорились, до свидания, ребятки. Обе стороны, до свидания, вам нечего делать в политике. Я как-то смотрела Хорошая передачу, выступал доктор права Игорь Янак, который сказал о том, что Гагаузия, если ей не понравилась вот эта синтагма Центральный избирательный совет Гагаузии, могла с 2022 по 2026 год, в котором мы сейчас живем, могла какие-то действия предпринять для того, чтобы изменить вот эту ситуацию. То есть могли обратиться в Венецианскую комиссию, могли обратиться к каким-то, в Конституционный суд. То есть сделать это широким резонансом. То есть за эти... Мы обиделись. Заранее, Я так вижу эту ситуацию. Мы обиделись, что вы не приняли наше предложение не менять название нашей избирательной комиссии в Гагаузии. И мы 3 года не делали ничего. А вот сейчас мы пришли к выборам. Что нам теперь делать? Мы не будем менять и дальше. Мне это напоминает поведение страуса. Да, то есть, когда есть какая-то опасность, проблема, то есть голову в песок, да? Очень жаль, на самом деле, что вот эта вот бомба замедленного действия, она осталась... Причем, смотрите, в какой ситуации мы оказались, когда Народное собрание не может принять закон или поправку Мандат закона. исчерпан. Сейчас вот даже договорная позиция Гагаузии, она максимально неудобная по отношению к Кишиневу. Потому что в Кишиневе совсем недавно прошли выборы. Мандат 4 года, парламентское большинство. Они устойчивее. Майя Могли Санду воспользоваться еще ситуацией предвыборной, да? 3 года. То есть позиция Кишинева намного сильнее, чем нынешняя позиция. Вот. Скажите, пожалуйста, Еще и после... неужели это заботило депутатов? Ну, Вообще коли они нет. 3 года не заботило, да, но коли они 3 года не реагировали и не видели в этом большой проблемы. Это не профессионализм. Это не профессионализм, либо На мой замалчивали намеренно для того, чтобы создать вот такую совершенно... Либо работали по чужой повестке, то есть по другой повестке, которая им предлагалась, а в той чужой повестке... Что-то за этим кроется, может быть. Так это тоже не профессионализм. Конечно, безусловно. А давайте поговорим о профессионализме, может быть. Что мог дать Константинов в Гагаузии как опытный депутат, дважды возглавляющий законодательный орган автономии? И что он дал автономии, на твой взгляд? У меня не было иллюзий по Константинову изначально. Объясню почему. Мое знакомство с его политической фигурой произошло в 2015 году, когда были выборы в Башканы, я был еще студентом, так оказался в помещении, где собирались вот команда Дмитрия Крайтора. Он был кандидатом тогда. Дмитрий Крайтор был кандидатом в Башканы, Дмитрий Константинов, Илья Узун, Сергей Чимпаеш, там и несколько еще депутатов, они поддерживали. Кто-то действительно поддерживал, кто-то делал вид, что поддерживает, имитировал работу, при этом уже договариваясь с Ириной Влах. И тогда я услышал, как разговаривает Дмитрий Константинов в неформальной обстановке. Ну, окей, я нормально отношусь к матам, я сам тоже в неформальной обстановке часто матерюсь, не в этом суть. Но это было довольно такой лексикон, ну, точно не политика, максимально не дипломатичный. Очень много было грубых слов в отношении даже тех политиков, с которыми Константинов потом будет на одной сцене, спустя там
короткое время, да. Это выгодно было, наверное. И вот такая вот смена риторики, смена его поведения, ну, отложилась. И давайте будем честны, мы не можем ожидать, вот человек там всю свою жизнь, вот он был такой, какой он есть. Человек формируется, на мой взгляд, в основном это от 20 до 40 лет, основные моменты формирования, да. То есть даже поведение, манера общения, мысли и так далее. Мы не можем ожидать, что человек был одним, белым, а стал по итогу черным, да, то есть такое невозможно просто. Поэтому у меня не было ожиданий. Вся его карьера, мы сейчас не говорим о Дмитрии Константиновиче как о человеке, я его не знаю как человек. Мы говорим о политике. О политике, да. Как человек он может быть прекрасный, семьянин и так далее, но вся его политическая карьера – это нескончаемые договорчики, это нескончаемые Кидалова, да. Для меня вообще удивительно, как Кишинев мог вообще ему поверить. Это тоже, да, я понимаю, у Кишинева не было других вариантов. С одной стороны, у тебя Виктор Петров становится председателем НСГ, с другой стороны, Дмитрий Константинов. Да, и... Надо было выбирать, да? Надо было выбирать, но опять же, это забавно. Каждый раз, когда Дмитрий Константинов или Илья Узун там говорили что-то про ПАС, что вот кто-то там, Тарнавский или, и, не знаю, кто-то еще поехал в Кишинев или Примарок, сотрудничать с ПАС, у меня улыбка. Я вспоминаю историю о том, как все-таки удалось Константинову стать спикером. Об этом мало просто говорят. А ну-ка, скажите, что вы знаете, хватало, как удалось. Не хватало-то 2 голосов. Так, и где он их нашел? На самом старте своей кампании. Он с 14-го раза избирался. Ну, смотрите, значит, мы должны вообще говорить все как есть. Конечно. Значит, депутат Скирсова Степан Сариогло был социалистом, ведь так? Да. Так ведь? Вроде примерно в тот период у него были обыски, то есть он работает в Центре здоровья, да, где-то. Да. У него были обыски, было подозрение там что-то, что на незаконные действия, да? Это первый момент. Второй момент – это Сергей Захарьев, который на тот момент, по-моему, был, то ли прошел конкурс на пост ректора, на ректора, да. Но его конкурент хотел оспорить. Опять же, я должен быть корректен. У меня нет точной информации, что именно они проголосовали, но 2 голоса по итогу Константинова были. Появились. Степан Сариогло ушел от социалистов. Ну, потом он ушел от социалистов. Я не видел какого-то судебного дела в отношении Степана Сариогло, в отношении его вины там, и так далее. То есть Кишинев подыграл, чтобы Константинов стал спикером? Думаю, что да. Да. И это нужно, об этом нужно тоже в том числе говорить. Насколько это ненормальная история. Ненормальная. Ненормальная история, потому что, во-первых, не было альтернативы, на мой взгляд. Да, с одной стороны, вокруг Константинова тогда сформировалась вот ГГУ-ССИ, да, там, и так далее. Казалось, мне тоже казалось, там был Сергей Чемпаеш в этой группе, да, Тарнавский, Железов. Ну, которые могли бы быть гораздо достойнее спикерами НСГ, но... Согласен, но я имею в виду, что мне даже казалось, что вот это вот, что они будут сдерживать где-то Константинова, там других депутатов. Будут работать вместе, и это будет созидательный такой орган. Потому что там Виктор Петров это вообще был абсолютно непонятный человек, на мой взгляд. Я не знаю, какой он бизнесмен в политике, ему толком делать нечего. Одним штрихом просто о Петрове. Вы говорите, тогда был непонятно какой человек. Тогда мы говорим сейчас о периоде избрания спикером Народного собрания. Да, совершенно верно. Прошло 2 с лишним года. И что о Петрове можете сказать, как уже о члене исполнительного комитета? Вообще я не могу понять. Честно. Вот вы представляете себе человек, который несет, рассказывает про кремлевскую повестку, и одновременно привозит за счет помощи, которую из Германии собирают люди, гуманитарную помощь он сюда привозит, то есть на этом в том числе пиарится. И причем они даже пиарились во время избирательной кампании в марте, то есть фура приехала в феврале, в марте они раздавали, он в том числе раздавал, все знают наш. Вообще, вот вы... А о чем это говорит?
Людям это ни о чем не говорит. У нас То есть люди, с одной стороны, это говорит- радуются тому, что он занимается благотворительностью, а Да. это всегда очень приятно, хорошо и Люди поддерживаемо. Но при этом ощущают поддержку. люди-то против ЕС, ведь так? Конечно, против. Поэтому И сам Петров против ЕС. они, дай бог, вот Слава. привезли какие-то кресла, там, не знаю что. А кто знает, что там было, да? Они не задумываются, они же это за традиционные ценности. Кресла с Европы привезли. Ага. Ну, я иронизирую сейчас. Я понимаю, что ирония, да, может спасать. Это потрясающий момент, да? Это говорит о том, что у нас больная политическая система. Но и людям все равно, А- как они это делают. Вы понимаете? То есть бизнес Но- Петрова, коль говорим, одним штрихом сказала, но чуточку еще. Бизнес Петрова тоже в Европе, как стало ясно. Ну, часть. Часть бизнеса. Да. Окей, Одни часть. из фирм. То есть, когда они выходят к избирателям и говорят, что мы против ЕС, что ни в коем случае это нарушает наши традиции, мы не можем там быть, потому что нам будет ужасно, потому что Европа нивелирует все то хорошее, Нас что все заберут вообще. Все нас заберут, и земли заберут, и прочее. Однако они свои бизнесы делают там. Благотворительность они везут из Европы сюда. Отдыхают. Отдыхают Шопинг. они там. Сейчас Петров возмущен, почему ему не разрешают въезд в ЕС. Я думаю, что у него и активы были не только финансовые, но и недвижимость. И на самом деле решение ЕС очень сильно ударило. Но вы ты говорите о том, поиграл что в мы не политику. понимаем Поиграл, эту да. ситуацию. Ну, Такая. наверное, нужно говорить о том, что эту ситуацию людям преподносят так, как хотят, чтобы люди это видели. Допустим, поездка Константинова, о которой мы сейчас с вами говорим, в Израиль. Как была преподнесена, что это такой политический ход для того, чтобы привлечь больше финансов, привлечь больше инвестиций в Гагаузию. Человек же не говорит о том, что я ради личной выгоды слетал в Израиль, или же, допустим, Петров. Они же людям преподносят эту информацию так, как хотят, чтобы люди ее воспринимали. Ну, Вот здесь проблема, как людям, избирателям научиться отличать лжезаявления от действительно искреннего желания что-то делать хорошее для Гагаузии. В этом, мне кажется, кроется очень важная составляющая жизни региона. Ну и вопрос к этому, если можно, Лена Федоровна описала. Вот, а что стало с вот этим, или ваша точка зрения, ваша оценка того, что вот съездили они туда, в Израиль, случилось, что случилось, Гагаузия стала прошоровской, да? Или только Народное собрание стало прошоровской благодаря такой поездке Константинова и его друзей Ильи Узуна и Михаила Влаха? Чего стало больше? Больше Это прошоровской. забавная история, на самом деле. Вот то, что даже нам представляли, как будто Дмитрий Константинов поехал, там, Илья Узун и Михаил Влах поехали на встречу с Иисусом Христосом в Израиль. Ну, серьезно, вот это так представляли, вот такие это чудеса, да? 500 Ну, миллионов, фактически с преступником 500 миллионов встречались. евро инвестиций. Аэропорт Первый, и по-моему, так далее. первый же. Это потрясающе, на самом деле. Я не уверен, что Но это на словах. Иисус бы смог бы такое На словах, сделать. на словах. Да. Гагаузия вся стала шоровской, нужно признаться в этом, потому что все почти стали частью этого спектакля, грустного, конечно же, грустного спектакля. Но почти все были, да. Просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Кто-то чуть лучше зарабатывал, кому-то хватало спокойно на Мальдивы там съездить, кому-то только 2000 леев и штрафы в 25 тысяч. Кто-то чуть лучше заработал, но при этом ему грозит срок. И, честно говоря, из-за того, что мы все-таки друг друга все знаем, да, и мне, как сказать, в каком-то степени по-человечески жаль Кого? людей, которые вот сейчас ожидают судебных решений, которые получили штрафы с человеческой точки зрения, да, и наша наивность всех нас в целом, она, конечно же, приводит вот к таким плачевным ситуациям. Потому что я даже вот с некоторыми, мне было интересно понять, вот почему люди так поступили, да? Потому Да, что есть людям деньги сообщество. нужны. Даже с кем-то мы говорили, говорю, слушай, ну, вот, говорит, вот, хочу вот вступить там к шоровцам. Я говорю, зачем? Скажи мне, пожалуйста, зачем? У тебя есть руки, у тебя есть ноги. Зачем Голова. тебе это надо? Но- Есть последствия. Все. И там было видно вот недальновидность. Да? И даже я вот некоторым родственникам говорю, смотрите, после 23 года
уже было ясно, что будут так просто, это не будут оставлять. В 23 году были, я имею в виду, местные выборы. Выборы в Башканы, там вообще никто ничего не смотрел, да? Люди взяли деньги. Люди просто не ожидали, что вообще местные никто не ожидал, выборы, что опять такое же, произойдет. были движухи, да? Уже СИП начал... Ну, партию Шор тогда сняли. Шанс. С выбора. Да. Шанс, извините, да. СИП уже показал, что... Контролирует да. ситуацию. То есть было понятно, что президентские выборы на кону очень много. Геополитическая ситуация вообще совершенно... Изменилась. Да, другая. Она сложная, она тяжелая. Никто не будет просто вот смотреть уже. Видимо, люди думали... Скорее всего, знаете, какой момент? Пока ты кого-то не накажешь, Ну, это да. они наверное. видят, что мы впятером работаем, допустим, в структуре Шора, никого из нас не наказали, значит, все нормально, значит, можно. Ну и алчность, конечно, жадность. Я хочу опять обратиться к этой сделке, вернуться. Была, все-таки сделка была. Константинова с Шором. После этой сделки мы видим, к чему эта сделка привела Константинова. Мы видим, к чему пришли люди, которые стали жертвами этой сделки. Вот сухой остаток. А с чем осталась Гагаузия после этой сделки Константинова с Шором, на ваш взгляд? Гагаузия потеряла очень... Во-первых, Гагаузия потеряла имиджно. А кто за это заботился? Да никто. Нужно понимать, что и 90-е годы, и последующие очень часто дипломатические миссии западные, турецкие, они очень часто были вот таким вот... Не сдерживателями, а Поддержкой. помощниками в урегулировании. Поддержкой, да. Да. Они очень часто как раз-то сдерживали Кишинев на самом-то деле. Да. Приход Шора и вот все, что дальше происходило, Выдворил отсюда всех. абсолютно. Мы потеряли Турцию, важного Знаете, партнера, да, то есть за нас уже никто не вступится. Мы имиджи потеряли. И важный момент. 2 удара самых больших по Гагаузии в том плане по полномочиям, да, и по нашему будущему как автономии. На мой взгляд, опять же, референдум 2014 года. И вот сейчас вот это вот приход команды Шора. Объясню почему. Кишинев нам уже никогда в жизни не поверит. Даже если здесь будет такие Башкан или председатель Народного собрания, большинство будут как не то что лояльными, но они не будут строить проблемы. Скажем. Пусть проголосуют, но имейте в виду, даже если они будут работать с Кишиневым, да, и не создавать проблемы. Сотрудничая Да. и развивая Гагаузию. Даже в этой ситуации все уже не будет стопроцентного доверия. А что это означает? Это означает, что в тебе всегда будут видеть опасность. Что это дальше означает? Это означает, что если я в тебе вижу опасность, я должен сделать тебя слабее. Зачем мне делать тебя сильнее, да? Ты в любой момент то есть можешь... теперь Гагаузия обречена на что? До сих пор понятно, что было. Мы никак не могли вылезти из этой ситуации, когда пробовать договариваться с Кишиневым настолько, чтобы и граждане Республики Молдова, и жители автономии понимали, что мы живем в одной стране, и Молдова заинтересована развивать гагаузскую автономию, потому что это вот такой пример, исторически очень красивый, хороший тогда, с 90-х годов. То есть, не хочется думать о том, что мы обречены, потому что это все-таки хочется... грозное слово, да? Это довольно грозное, но автономия довольно сильно потеряла в силе. Имиджево как-то. И имиджево, и законодательно, то есть... Вымылось очень многое. У меня, знаете, какой вопрос еще вот сейчас, попутно обсуждая Константинова и его влияние, и его вклад в изменение ситуации, уж неважно в какую сторону. Вы знаете, если бы Константинов не договаривался бы и не заключил бы вот эту сделку, о которой говорит Лена Федоровна с Шором тогда, и представьте себе, что после выборов в Башкана в 23 году исполком, ладно, он был бы прошоровским, да, но Народное собрание Гагаузии, Константинова и все те депутаты, которые работали бы, они не были бы прошоровскими. Ситуация могла бы быть другой в пользу Гагаузии на сегодняшний день за эти 2 с лишним года? Опять же, под дальновидность. В чем опасность, когда предприниматель приходит в политику? Это максимально уязвимый человек.
максимально. Почему? Потому что больше всего он переживает за свой бизнес. Так у нас одни предприниматели в Народном Так в этом собрании и проблема. Гагаузии. 80% или 90%, может быть. В этом и проблема. В этом случае я вообще не понял Константина, потому что у него было идеальное. Он мог бы сыграть потрясающе, если бы он не сделал бы сделку с Шором. В чем бы он сыграл? То есть он бы получил бы поддержку Кишинева. И эта поддержка была бы и на законодательном уровне, и финансовая. Это то, что получили примары. Посмотрите, какие деньги... Но когда вы говорите примары, вы имеете в виду населенные пункты Гагаузии, потому Да, что они примарии. примары получили. Ну, Примарии, да. Примарии, но все равно примар, он же обещает что-то улучшить, Безусловно. сделать, да? То есть примарии, вулканешты социалист примар. Вулканешты очень хорошие суммы получили. Так же, как и другие населенные Да, пункты. совершенно да. верно. То есть вулканешты хорошие суммы получили из бюджетов правительства. Я к чему это? Константинов также мог бы, он бы развивал бы свой бизнес очень даже успешно, да? Ему бы никто бы не строил козни. То есть мы видим, допустим, пример Марии Акбаш. А в чем ее пример? А для вас? в том, что она не была в оппозиции, да, к власти. То есть И получала она поддержала, возможность да, развивать свой конечно, бизнес в том числе, да, через спокойно. субсидии в том числе. Да, совершенно верно. И получали субсидии. Ну, то есть логика ваша сводится к тому, что бизнесмен, который имеет свой бизнес и идет в политику, он должен понимать, то есть это, во-первых, вредно самой Гагаузии, когда предприниматели в Народном собрании больше, Потому чем... что на него постоянно можно надавить. Да. Но плюс ко всему мы же говорим о Константинове. То есть чего хотел больше Константинов как бизнесмен, который, это как Шор говорит, я капиталист, я про деньги. Так и Константинов, который привык думать о деньгах, потому что это часть его жизненной, не знаю, там, жизненного креда. Он занимался всегда бизнесом каким-то, да? Ну, Он с Шором договаривался о деньгах для себя, а не для гагаузской автономии. Конечно. Он авантюрист, на мой взгляд. Константинов. Замечательно. Так навантюрил, что Гагаузия потеряла Он все, авантюрист, что... потому что 2008 год, да, партия коммунистов у власти давит на его бизнес, Да. чтобы Олег Воронин стал владельцем спиртзавода, да. 2009 год, коммунисты теряют власть. Далее начинается уже Плохотнюк, да, там он должен был оставить место спикера, Демьян Карасини должен был в 2014 году там каком стать. Сменить его. Да, сменить его. Договоренность у них была такая. Получилось Кидалова. Конечно же, Плохотнюк просто так это не оставлял. Ну, в итоге Плохотнюк тоже ушел в власть. Я думаю, что Константинов, мы же не знаем, что он читает, с кем он общается. Читает ли он? Илья Узун так радовался победе Дональда Трампа на выборах, там поехал даже к Стеле записывать обращение, как будто они вместе по стакану вина пили до этого, да, Дональд, поздравляю тебя. То есть, может быть, в их мышлении, да, они были уверены, что партия ПАС потеряет власть. Я слышал, что есть мнение о том, что вот за Константиновым могут быть спецслужбы России, да? У меня нет такой информации, поэтому я не могу, допустим, говорить об этом. Когда будут факты, да, тогда можно это обсуждать. Ну, то есть, если даже есть эта информация, она говорит о чем? Ну, это идеи. Ну, опять же, человек поддерживал референдум, да, то есть очень много делал, чтобы этот референдум прошел. Референдум нужен был России, потому что... Гагаузия ничего не выиграла с этого референдума. А для чего? Что она дала? Гагаузия выиграла, мое мнение, Гагаузия выиграла внимание. Да, внимание. На самом деле, 15-16 годы, ну, смотрите, выездное заседание правительства, оно историческое. Да. И если Это посмотреть... были деньги финансовые европейские, которые потом поступили в Гагаузию. Подождите, Они поступили именно поэтому, если посмотреть повестку выездного заседания правительства и сколько там решений было по Гагаузии принято, а там вся повестка была, да, оно это историческое. Был 15-й год. Да, понятно, что демократы у власти, то, что там Плохотнюк творил и так далее, но эти решения были приняты. Открытие агентства регионального развития, если посчитать, сколько денег ежегодно приходит в Гагаузию за счет этого. Ну и программа дороги, да, как она там называлась, не помню. Много всего, да, то есть референдум
Дал толчок, вы дал говорите, толчок, да? потому Окей. что европейские дипломаты в том Стали обращать числе внимание. сказали, ребят, разберитесь. И разберитесь не силой, да, не радикализмом. Разберитесь красиво. Покажите красиво, что Хорошо. Это то, что может мне дать. вот сейчас, честно, не хватает. Вы помните встречу Майи Санду, приезд Майи Санду? В Чедерлонгу? Нет, В в Камрад, Народном собрании. Народное собрание, да. Честно, я оттуда вышел, мы с Ага. коллегой с Молдовы один разговаривали, я говорю, мне кажется, Майя Санду сюда больше не приедет. Но я так в шутку это сказал, потому что встреча была максимально накаленная, и каждый работал на своего избирателя. Там я вообще не увидел... Это про ту встречу, которая была в 2000... Мы были депутатами Народного собрания? Нет. Это после. Вы говорите о последней встрече. Последний, да. Там еще в конце господин Григорий Дюльгер уже позволял абсолютно хамское поведение. Влад Кульминский, по-моему, тогда был советником. Окей. Да, это вторая встреча в И Народном он собрании. уже делал замечания. Я к чему? То есть на той встрече нужно было решать вопросы. Но с другой стороны, Александр Тарнавский, один из многих, встал и говорит, вот так и так, нам вот нужна больница. Там. Реакция Майи Санду была немножко с издевкой. И я, честно говоря, я удивился, потому что сказал, ну а как это вы типа не хотите, вот за Евросоюз не хотите, а европейские деньги вы хотите? Мгм. Да? То есть, ребят, Как это одно с что другим это? стыкуется, вы имеете в виду? Как вы хотите вообще? Вот у меня сложилось впечатление, что Майя Санду пришла со своей повесткой. Депутаты Народного собрания отрабатывали, ну, не все, некоторые отрабатывали свою повестку, показать, типа, смотрите, как мы вот Майю Григорьевну поставили на место, да? А договориться, на мой взгляд, вот там надо было договариваться. Вот нам нужно вот это, да? Вам что нужно? Вам нужна от нас лояльность, спокойствие, невмешательство во внешнюю политику или что-то? Хорошо, а нам вот нам нужны, допустим, на дороге, на Ну, здравоохранение и так хорошо. далее. Сторона, мне кажется, вообще не готова Хорошо, была тогда- таким образом вступать вот в этот разговор и в этот диалог. Нет, конечно, они были накачанные, как будто там, я не знаю, кто приехал. Уточняющий вопрос. Тогда получается, что, по вашей логике, если в 2015 году заседание правительства здесь, в Гагаузии, столько вопросов решило, да, для Гагаузии? Ну, потому что, да, те Да. решения потом стали предметом работы. Были Конечно. сделаны дороги, и не только дороги. А вот эта встреча в 2022 году, вы об этой встрече говорите, в 2022 году была эта встреча. Да, осенью 22 Да, года. это был 22 год. Вот теперь получается, что эта встреча была совершенно бесполезной? То есть в одном случае правительство приехало, и Это- какой-то план действий заработал вместе с Гагаузией, Шаг. для Гагаузии был Шаг сделан шаг для- навстречу, да, а 22 навстречу. год это был визит в пустоту? То есть наоборот, который больше напряжения принес? Зная Майю Санду, ну, столько лет в политике, да, все равно можно какой-то портрет. Я думаю, что ей было максимально некомфортно. Ну, ей и так, из-за того, что она румыноязычная, ей тяжело На русском изъясняться на русском. Да, вот как я говорил, как мне на румынском, я психологически тяжело себя ощущаю, да, не уверен. Так же и ей. Мгм. Я думаю, что та встреча оставила очень большой отпечаток. И ты не можешь договориться на самом деле. Если ты к человеку плохо относишься, все равно все политики, они в первую очередь люди, да, они такие же, как и мы все, да. Если к тебе плохо относятся, скорее всего, ты не будешь в ответ пытаться сделать что-то хорошее, да. Мгм. То есть, когда вот такое вот хамское, такое неуважительное отношение. Да, я понимаю, что там была задета тема войны, да. А вот, вы знаете, есть семьи, вот, например, у меня родной брат в Криково живет. Там русскоязычный, румыноязычный. У них есть правило, мы не обсуждаем политику. Вот на этой встрече точно так же они не должны были обсуждать тему войны, да? Что можно решить? Ну, окей, одни считают одно, другие другое. Что вы в итоге решили? Вот эта встреча как раз ничего не решила. То есть получается, Но она что стала одни не знали, что требовать, и не требовали, Не и не хотели предъявляли, не хотели. Изначальная цель была сыграть на публику, а у каждого своя публика. Вот в чем дело. Тогда Это очень было коротко, шоу. и мы перейдем к нашей Да. рубрике «Люди говорят, что». Взаимоотношения Камрад и Кишинев. Когда они были самыми лучшими или самыми хорошими, эффективными
вот за то время, за которое вы наблюдаете как журналист за взаимоотношениями Комрата и Кишинева? С 16-го года я в журналистике. На мой взгляд, 16-17 годы, да. 16-17-18 годы. Но там была интересная модель демократов. Я не сторонник демократов, и особенно Плохотнюка. Человек должен сидеть, и те, кто... Тут же Павел Филипп вроде бы хороший пример, но, опять же, ему указания тоже давали, да. Но у них была довольно интересная модель контроля за автономией. Значит, было два человека, да, был Константин Ботнар, который контролировал, ну ладно, сейчас Николай Дудоглу обидится, в хороших отношениях был с Николаем Дудоглу, да, то есть они тогда демократы, он был главным демократом в Гагаузии, и был второй, по-моему, Яралов. Но Ботнар даже собирал депутатов Народного собрания Гагаузии для того, чтобы намечать какие-то... Да, он и был, когда Тарнавского избирали, Ботнар был на втором этаже. И Цуцу, кстати, тоже был. Они там гуляли. И был, по-моему... Тарнавского избирали спикером когда? Да. И были... Ну, потом Кыса же потом стал спикером. Ну да, когда ушел добровольно. Да. И был, по-моему, Яралов, если я не ошибаюсь, который уже был в хороших отношениях и больше контролировал Ирину Влах. То есть, получается, два человека контролировали законодательные и исполнительные органы. Потому что у Влах такая же проблема, как у Константинова, да, ее вот ахиллесова пята – это семейный бизнес. Да, то есть... Но она сказала о том, что нет, с братом не общаюсь, к его бизнесу отношений не имею. Я сама и даже поссорилась с братом из-за этого. Ну, может, из-за бизнеса. Может, еще и квартиры обратно вернет. Тогда раз уж давайте пошла такая... Об исполкоме Ирины Влах и они в другой... Но имейте в виду, что вот они что сделали? Таким образом, Кишинев спокойно, но при этом Дудоглу и Влах, то есть там были очень серьезные противостояния. Да. То есть таким образом Кишинев контролировал спокойно, да. Но Гагаузия... Вот смотрите, интересный момент получается, да? Вроде бы мы потеряли налоговую, а с другой стороны в Гагаузию пошел большой поток денег. С 16 по 18 годы какой поток денег шел? Ну, об этом только мечтать. Но когда теряли налоговую, Ирина Влах, член правительства, ни слова не обмолвилась. Ни там, ни здесь, нигде. То есть, но я имею в виду, вот интересный момент. С одной стороны, Гагаузия получила такой толчок для развития, да? То есть появилось несколько дорог, появились проекты, там бизнес-инкубатор, ну ладно. Но пришли европейские деньги сюда, очень больших объемов. Плюс правительство больше давало, плюс Турция много помогала, да? Но вы знаете, все-таки хочется конструктивного диалога. Не диалога, когда кто-то кем-то управляет или кто-то кем-то помогает. Очень хочется, чтобы мы доросли до того, чтобы Гагаузия была готова к открытому диалогу, равноправному диалогу, чтобы Кишинев на этот диалог шел. Вот к этой модели очень бы хотелось бы прийти. Ну и чтобы у Гагаузии, конечно, были свои цели и задачи, люди, которые не только придумывают эти цели и задачи, но еще и знают, как повести по дороге к достижению этой цели. Как мы можем требовать конструктивного диалога от людей, которые элементарно не умеют вести даже диалог? Да? Вы сейчас говорите о депутатах в Народном собрании Гагаузии, о членах исполкома? Я вижу, что некоторые среди правящей элиты, они летают в облаках. То есть, что им кажется, что я где-то там вот над небесами, а все остальные ниже меня. То есть, нет этой культуры услышать человека, да? То есть, у нас правило какое? Кто не с нами, тот против нас. Да. Вот нет этого. И это не только здесь, в Гагаузии, это и в Кишиневе, вы это имеете в виду? Конечно, совершенно верно. Давайте к нашей рубрике «Люди говорят, что?» Наши вопросы, и мы ждем ваших коротких ответов. Люди говорят, что... Люди говорят, что разочарованы в идее гагаузской автономии. Я с ними не согласен. Я считаю, что это гордость, то, что у нас есть автономия, это богатство Молдовы, это наше богатство, и его обязательно надо сохранить и приумножить.
Люди говорят, что автономии нужны новые элиты. Полностью согласен. То есть должна быть полная чистка, если мы хотим каких-то перемен. Еще очень маленький. Есть ли это потребность у людей Гагаузии в новых элитах? Да, Чувствуете безусловно. эту потребность? Я напомню, кто был во втором туре выборов Башканы, то есть Григорий Узун и Евгения Гуцул. Скажите, пожалуйста, как можно было выбирать вообще? Итак, люди говорят, что не понимают, для чего нужно столько чиновников в автономии. Полностью с ними согласен. Население уменьшилось в Гагаузии. У нас, я напомню, есть еще и районные администрации, да, то есть исполком, народное собрание. И, опять же, мысль, которую Александр Тарнавский не раз говорил, мы слишком много тратим на содержание аппарата. Люди говорят, что Гагаузию в изоляцию загнало Народное собрание Гагаузии. Я бы сказал, не народное собрание, а политические элиты. Люди говорят, что Гагаузию можно спасти, если найдется настоящий лидер, и он будет избран Башканом. Не согласен, что один человек может решить. На мой взгляд, должна быть команда. То есть вокруг Башкана должна быть вот как раз сформироваться политическая элита людей, которые имеют влияние, которые умны. И вот только вместе один человек не сможет изменить. Люди говорят, что депутаты занимаются геополитикой потому, что это очень поощряется извне. Частично, да. Первый момент – это связано с финансированием извне. Второй момент – это связано, наверное, с тщеславностью. То есть не только так легче ты уводишь внимание людей от местных проблем, да, ты уводишь в другое русло. Люди говорят, что депутаты никогда не пойдут на уменьшение числа представителей в Народном собрании Гагаузии. Но с каждым годом я все больше, наверное, вот двигаюсь в том направлении, что не решаться. Трусливые, на мой взгляд, нерешительные, да, политический класс нерешительный. Спасибо. Ну и один вопрос, он исходит, скорее всего, это цитата, над которой мы хотели бы, чтобы вы высказались, и мы тут вместе поразмышляем. Давайте. Яниогла Петр, депутат Народного собрания Гагаузии, сказал следующее на последнем заседании 12 января. Виноваты все 35 депутатов. Конечно, речь шла о том, что происходит сейчас вот вокруг ЦИК и прочее. Башкан был очень слабый, можно было провести референдум и избрать другого. Вот эта мысль вообще могла бы быть реализована? Референдум, избрание другого Башкана? И для чего говорится такая вот... К чему такая риторика сейчас? Я слышал эту речь. Довольно, кстати, смелое заявление. И мне нравится, когда вот такие заявления. То есть не ищут крайних. Но единственный у меня вопрос, допустим, тот же Тарнавский, он чем виноват? Человек говорил по 150 раз с самого начала, к чему все приведет. То есть, если Гуцул не отречется от Шора, там, и все остальные не отрекутся. То есть, он дал весь расклад на месяцы, на годы, да? То есть, что означает, то есть, человек видел наперед. Вот чем он виноват? В чем он виноват? То есть, да, большинство, которые голосовали, допустим, в какой-то степени, окей, так просто удобнее сказать, что да, с одной стороны, вся политическая элита виновата. Да. Кто-то не боролся. Давайте посмотрим, сколько кандидатов оспорили результаты выборов? Ни один. В Башкан, я имею в виду, да? Ни один. Я был на заседании суда, когда вот принималось решение законные и незаконные выборы. Угу. Так один из Николай долго потом приглашал всех к себе домой. Кого? Ну вот кто там был. К себе домой приглашал? Да. Зачем? Не Чай знаю. попить? Не знаю, видимо, Очень... отпраздновать решение. Признание. Я был в шоке, честно. Ну, также его там другие радовались. Журналисты были, кто радовался с ГРТ. Самые разные мнения были тогда высказаны. Вот Петр Яниогла сказал о том, что виноваты мы все. Но депутаты-социалисты сказали о том, что ответственность за все то, что происходит, но они возложили эту ответственность на президиум, на Дмитрия Константинова, на исполняющего обязанности Николая Орманжа. Они их обвинили в том, что Гагаузия сегодня находится в той ситуации, в которой она находится, в политическом, экономическом, социальном тупике.
Как вы оценили, вот социалисты, были оппозиция вот в этот период действующие? Или сращивались? Да. Если брать социалистов-депутатов, да? Да. К примеру, так? Во-первых, очень хорошо, они действительно там в оппозиции. Это очень хорошо, что есть такое. Потому что вот лично для меня, как для журналистов, самый печальный момент, когда вообще нет оппозиции. Ну да. Они были настоящие оппозиции все эти 4 года? Вопрос в качестве. Ага. В качестве этой оппозиции, да, вот, потому что, смотрите, социалисты сначала Константину предъявляли, почему ты дружишь с Санду, или почему там вы там пасовские, да, там не знаю такое. что. Да? Потом социалисты уже ему, когда он стал с Шором, они Вась, сказал бы кто-то из них, это сдружились, их да, фраза одного подружились. из депутатов. Социалисты уже говорили и винили его в том, что нет диалога с Кишиневым. И, знаете, есть картинка, такой мем, где вот мужик со ослом. И на одной картинке он как бы на осле, и его там кто-то говорит, что ты там, что ходить не можешь, что ли, своими ногами, что ты мучаешь? Там потом мужик такой, ну ладно, как бы, пойду я рядом со ослом. И тот же человек его высмеивает, типа, а зачем тебе тогда осел, если ты сам пешком ходишь? То есть, какое бы ни было решение, они будут критиковать. На мой взгляд, это не конструктивная позиция. Ну, а делают они это для того, чтобы их голос был слышен, чтобы электорат их видел понятно, и они слышал, для что... своего избирателя, то есть, да, конечно. кто громче кричит, А мы-то того ждем лучше решений слышит. каких-то. Это же забавный момент даже с вот этими 6 окладами, получается, Да, весь да. президиум плюс депутаты, которые на зарплате в НСГ. Да, 14-15 человек. Сейчас у них закончатся мандаты, то есть И они получат это. по 6 единовременных, да. Ну, так Огромные суммы. в свое время был же принят уже, поправки были приняты, что до 2 окладов снизили. Но это Ирина касалось Влах- только исполкома. Нет, и НСГ тоже. Смотрите, Ирина Предлагали, Влах- но приняли Нет, только нет. для исполкома. Я делал об этом материал. Там было в поправках и НСГ. Это Тарнавский, по-моему, предложил. Да. было. Там было 2 оклада, потому что в исполкоме 2 оставили. И Аналогию просили да, сохранить. 2 оклада оставляем. Ирина Влах не подписала. Там не только связано с окладом, там много было поправок. Она не подписала, не промульгировала этот. И у них они надеялись, что через право вето смогут Преодолеют. принять. Социалисты не поддержали. То есть то, что связано с исполкомом, они Проголосовали за то, Да. что было. А тут нет. То есть, получается, сегодня обвиняют в том, за что сами не проголосовали. То есть можно было И вина обвинить в том эту- числе в этом есть. Ага. Ну, смотрите, Поэтому- они надеются на то, что люди чаще всего у нас не помнят, либо не Нет, вникают, конечно, никто либо не не будет помнят. там- И поэтому Да. оппозиция становится вот такой критиканской, без определенных действий, решений, предложений, которые реально могут помочь. Ну, нужно- И сохранению бюджетных средств и прочее. Народное собрание – это отражение автономии, на мой взгляд, общества нашего. Народное собрание. Ну, исполком это тоже отражение. И исполком. Ну, вот народное собрание, вот Избранные 35 лица. человек. Из них, допустим, 10% допустим, общества могут думать, как Александр Тарнавский, допустим, да? Мгм. 10%, допустим, могут поддерживать, или им может нравиться, как выступает И это Григорий нормально. Дюльгер или Леонид Кюся. То есть есть же люди, которые говорят, молодец, красавчик Ну, вообще. конечно, Да? да. Кому-то это кто-то считает, что это ненормальным такое поведение, кому-то нравится. Вот НСГ А мне вообще это- кажется, что, допустим, депутат Народного собрания Гагаузии, в чем эффективность твоей деятельности как депутата? Ты пришел к концу мандата, да? Что ты сделал для этой автономии? Когда начнет избиратель оценивать его Спрашивать. деятельность, спрашивать, а сколько инициатив ты предложил, а И сколько из какие них стали это инициативы? законами? А люди Что спрашивают? позволит? Не спрашивают. Значит, надо прививать эту культуру нашим избирателям, что если мы выбираем депутатов Народного собрания Гагаузии, это не просто человек, который будет сидеть в кресле и поднимать руку за или против. Он будет обеспечивать нашу жизнь. Или жизнь, которая будет лучше, чем она была вчера, или она будет хуже, чем была вчера, или в ней ничего не изменится. Пока люди не начнут смотреть на депутатов Народного собрания Гагаузии, на Башкана, как на лицо, которое способно предлагать что-то хорошее и делать это, ничего в нашей автономии не Ну, изменится. смотрите, найти 35 депутатов при нынешней системе, да? Мы при одного нынешнем Башкана не можем найти состоянии, такого. на мой который- взгляд, это
А почему получается, что Нереально. идут за теми, кто ведет, Достойно, так сказать. ведет туда, где личные интересы кого-то? Почему не идут за теми, кто Ну, предлагает потому что ложь, какие-то она очень идеи А все равно полезные? на выборах все равно выигрывают или имеют преимущество те, у кого больше денег и влияния. Влияние кто в селе имеет? Сельхозлидеры. Ну, поэтому у нас в Ну, депутатском корпусе очень много представителей. Ну, серьезно, вот Это на самом отрасль. деле сама система, вот даже когда квоты раздают, да? Мгм. Кто будет проверять? Человек захотел, дал на 3 мешка больше. Вот он захотел, вот от любви, допустим, к односельчанам, и вот в избирательный год И случайно. стал депутатом. Чисто случайно. И стал депутатом. Чисто случайно, что вот он кандидат, да, и вот именно в этот год он дает чуть больше. Чтобы ну, насколько- сама система такая. Посмотрите, сколько депутатов НСГ живут в Камрате. Я думаю, половина. Но, Да, не анализировала. но мне Я кажется, думаю, что вот... половина, но Да-да-да, при этом так, мне они- тоже так кажется. Но они, допустим, тот же Арманджи, где он живет? В Котовском живет, что ли? Или Ну, Валентин Гайдаржи, он... В Котовском 25 лет подряд он является депутатом Народного собрания от села Котовска. Должен жить в Константинов, где он живет? Котовске. Не в Ферапонтьевке имеется в виду. А вы Нет. знаете, меня А какая что это? мысль Что заинтересовала? что это дает на эффективность? То есть он мог Нет, и нет, не жить в я к тому, Котовском, что но за 25 лет от господина Орманжа, ну, как минимум, я не знаю, давайте посвятим одно, Смотрите, я- пригласим Орманжа сюда, узнаем, а что господин Орманжа предложил Гагаузии такое, что можно было бы сказать, что 25 лет это человек Нет, депутат. я к чему? это так Я к тому, эффективно. что мы должны менять систему, она не работает. Ну вот, это посмотрите, мы говорим о том, чтобы одномандатная, да, менять вот систему. представьте, ее надо менять. Но не хотят же ее менять. Были К предложения. сожалению, нет. Вот, посмотрите, меня заинтересовала мысль, высказанная тоже Игорем Янако. Он сказал о том, что новшество в системе избирательной то, что в эти выборы, которые пройдут сейчас в Гагаузии, с 1 января 2024 года Центральная избирательная комиссия Республики Молдова имеет право контролировать, как проходят Да, совершенно верно. проходят Да, выборы. да. То есть он О чем говорит, это что говорит? что-то поменяется. То есть такие схемы, о которых вы говорили чуть выше, их невозможно будет реализовывать так да. широко, как это делалось раньше. Конечно, какие-то попытки будут, что-то Скорее пройдет. всего, финансовые. Вот даже возьмем состав Народного собрания может быть финансирование таким же. кандидатов. ЦИК Молдовы не вмешается в то, что... ЦИК Молдовы не вмешается, что в Ферапонтьевке, допустим, будет избираться человек, который не имеет отношения к селу вообще, да? Но ЦИК Молдовы может вмешаться в финансирование. Потому Ну что, да. если мы помним... Это тоже имело. Ну, не обязательно иметь сейчас важную на выборах составляющую. Народное собрание большое финансирование. Пример Пети с этими 3 мешками кукурузы, еще не знаю там чего. Не, ну, смотря это какое вполне село. себе, да, в любом селе это можно сделать. Ну, у сельхозлидеров преимущество. Конечно, То есть, я об этом. Я об этом. И пока... Или у предпринимателей просто вот кто... И пока избиратели будут голосовать за тех людей, которых они думают, что вот он мне дал 3 мешка кукурузы 5, либо там чем-то помог, вот это и есть депутат, но мы не выровняем эту ситуацию, Нет, потому что конечно. законотворческий потенциал людей, которые приходят в Народное собрание, это и есть то будущее, которое можем мы построить в Гагаузии. То есть если будут законы, которые всецело соответствует тому, чтобы устроить другую модель жизни в гагаузской автономии, мы получим. А если депутаты будут вот как этот СОЗ, мы видим только скандалы, интриги, Ну, это и будет. Сделки. Да, Это да и будет- дальше это будет. Это нормально, как мы с коллегами в Кишиневе, на самом деле, еще удивительнее смотрят на заседание Народного собрания. Допустим, мне спокойнее. увлекательнее, да? И увлекательнее. Мне, например, спокойнее. Для меня, я говорю, это нормальная рабочая обстановка. Давайте признаемся, в парламенте Молдовы просто есть большинство, да? А если бы там не было большинства, допустим, то там... Так у нас было большинство, и все равно не утихает. Да, Скандалы, все 4 интриги. года Я об большинство этом- было. Значит, я не знаю, батюшку звали Осветить помещение. Во-первых, батюшку позвать. Честно, я, например, считаю, что само помещение имеет значение, потому что там очень тесно. Да. Плюс мы все-таки эмоциональные. К вопросу сам очень... И плюс там очень тесно. много игра на публику. Это на самом деле и как реалити-шоу. И, к сожалению, Игра на 90% публику. игра на публику. Я смотрела Да, последнее заседание, когда у нас закончилось, сказала, слава богу. Я попыталась посмотреть от начала до конца. Ну вот вы когда были депутатом, у вас была такая, может быть, и не раз, может, было, что вот на заседании ругаются, там острые реплики, а потом спокойно все хорошо. Так это всегда так. Ну вот. То есть... Но это потому что
Окей, согласна с вами, что конфликты, не конфликты, а споры это нормально для такого органа, как парламентарий, да? Парламент, Народное собрание Гагаузии. Но ненормально, когда на выхлопе нет каких-то конкретных решений с какими-то конкретными результатами. То есть можно ссориться 4 года. Вот мы видели 4 года каких-то конфликтов, а дырка от бублика, от действий. Ну, то есть споры идут за виртуальный воздух, да? То есть, не, каждый из них знает, за что он спорит, за что и кто от кого втык получит. Мне понравилось, мне кажется, Николай Георгиевич Гатишан, это бывший примар Межгиоза, он как-то сказал, что мне кажется, я надеюсь, что не ошибаюсь, что Народное собрание превратилось по уровню как Мунсовет или Сельсовет. То есть принятие бюджета, распределение там каких-то денег и так далее. Вот если заметите, и в прошлом созыве частично это тоже было, что финансовые вопросы больше всего обсуждаются, да? То есть это что они сами не деградировал понимают, законодательный орган. Остались единицы, которые предлагают, принимают на публичных законы. слушаниях вы слышали, что кто-то спорил или ругался, или... Зачем? Споры идут вокруг того, моему силу столько, твоему силу столько. На публичных слушаниях 4-5 человека, автор инициативы и остальные там работники. Но зато на заседании Народного собрания сразу столько предложений, аргументов, ребят. У меня одна идея по поводу тесного кабинета. Вы знаете, если за 31 год жизни гагаузской автономии здесь не создали условия даже для того, чтобы в законодательном органе, то есть этот кабинет был сделан Ириной Влах, только для того, чтобы ее исполкому там было комфортно работать. Там нет мест для всех 35 депутатов, и мы этот факт зафиксировали тогда. Да, после ремонта там нет мест. Да, и микрофонов тоже на всех нет. И микрофоны работают так, что никогда не слышно людям во время прямой трансляции говорящих, а слышно тех, ну, в связи с тем, что там звуковая система не до конца правильно оборудована. Поэтому, к чему я это? Что если эти элементарные базовые вещи не сделаны для того, чтобы избиратели, которые смотрят заседание, чтобы понимали, кто что говорит, это очень плохо. Но об этом будем говорить еще в других выпусках. Завершающий вопрос здесь. Скажите, пожалуйста, главные вызовы для Гагаузии в 2026 году, на ваш взгляд, какие? Коррупция и глупость политической элиты или чиновников. Глупость или личные интересы? Коррупция. Первый вызов – это коррупция, и это не только политический класс, а вообще мы же Гагаузия в целом, да? Да, безусловно. Коррупция и непрофессионализм. Спасибо за такие откровения, за такое хорошее, мне кажется, хорошая дискуссия у нас сегодня получилась. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Конечно, хочется каких-то перемен. Я вижу в том, что перемены будут постепенно, но они связаны с экономической ситуацией. То есть наше общество довольно бедное, и это в том числе влияет на образование, это влияет на степень коррумпированности, ну и, соответственно, это влияет на тех, кто тут остается работать, кто идет, кто формирует политическую элиту. Постепенно, я думаю, что будет улучшаться ситуация, но правда. В одной мысли мы уж точно единомышленники здесь в студии, вами высказанная мысль, что я очень болею за Гагаузию, хочу, чтобы Гагаузия развивалась, жила и вышла из этих обязательно, потому что я как журналист один из выгодоприобретателей гагаузской автономии. Честно, вот признаюсь, кто главные выгодоприобретатели? Это политическая элита, политический класс, гражданское общество. Люди должны себя почувствовать выгодоприобретателями, тогда все в этой Гагаузии будет Кому хорошо. интересна была бы Гагаузия, если бы тут не было политической автономии? Был бы какой-то район. Все. Это первый момент. Но второй момент. Какой-то перебор случился, да? Гагаузия, на самом деле, статус автономии дает очень большие нам шансы развиваться. На самом деле, это нужно ценить. И я смотрел примеры регионов, допустим, взять ту же Каталонию, там, не знаю. Есть регионы, которые мечтают об этом. Есть регионы, которые добились автономии через кровь и спустя там 30-40 лет. Нам она довольно легко досталась. Надо Может, поэтому ценить не ценим? Вот нынешняя политическая элита как раз-то не участвовала в процессах 90-х годов, и, на мой взгляд, они не ценят. И в Кишиневе, на мой взгляд, тоже. Что политическая элита все-таки более молодая уже, они в 90-е годы не прошли через эти процессы. И не ощущают ценности?
Да. Не ощущает ценности и важности диалога. Без разницы, даже если вы разных взглядов. Сядьте, договоритесь, и вот это покажет ваш политический вес. Да? Ну и, конечно же, ум. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, вот такой получилась сегодня дискуссия в этой студии. Я, Екатерина Жекова и Ирина Карамид. Говорим спасибо вам, что вы были с нами. И, ну что ж, очень на хорошей ноте завершаем мы эту дискуссию. Нам всем надо осознать, насколько ценна гагаузская автономия и политическим силам, и гражданскому обществу для того, чтобы понимать, для чего мы имеем автономию, что мы хотим делать в этой автономии и какое может быть будущее нашей автономии в составе Молдовы. Друзья, оставайтесь с нами, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ну и, конечно, ставьте лайки. Это поможет нам продвигать проект, мы за это вам очень благодарны. Оставайтесь с нами, с единомышленниками. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.